Россия атаковала Львов, Украина собирается бессрочно удерживать российские территории, готова ли к референдуму, и Лукашенко хвалится жестом гуманизма. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Референдум на территориях, которые взяты под контроль ВСУ. Должна ли Курская область стать частью Украины и какие планы на эти земли у Зеленского? Я думаю, что успех очень близок к неожиданности. Групповой удар по Львову. Среди погибших дети, повреждены десятки домов в историческом центре. Каковы цели и новая тактика армии оккупантов? Стратегические объекты на территории Московской и Ленинградской областей – цели для ВСУ. Когда москвичи и питерцы могут почувствовать запах войны? Это показывало гражданам там, что вот война будет и на территории России. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Россия нанесла массированный удар по Львову на западе Украины. Удар пришелся по историческому центру. Повреждены свыше 70 жилых домов, медучреждения и школы. Как полыхало небо над городом, зафиксировали журналисты. В воздушных силах Украины говорят, что россияне били по Украине двумя кинжалами из воздушного пространства Тульской области, крылатыми ракетами с самолетов над Черным морем, также из Волгоградской области. Еще «Искандер-К» летели из Крыма, и еще 29 дронов «Шахед» были запущены из Курской области. Общее количество всех воздушных целей – 42 единицы. Сбито из них было 29. Взрывы были слышны в 10 областях страны. О масштабах разрушений, в частности, во Львові, розказав мер города Андрій Садовой. Загинули люди. Сьогодні маємо вже підтверджену інформацію про 7 загиблих. 3 з них – це діти, це малі діти. Дуже великі руйнування, більше 70 будинків по місту. Це все є історична спадщина. Среди жертв российского обстрела мать и 3 дочерей. Выжить удалось лишь отцу, говорят во Львове. Источники «Нехта» сообщают, что РФ меняет свою стратегию и в последнее время атакует не только жилые дома и объекты энергетики, но и учебные заведения Украины. Тем временем в Москве назвали утренний удар атакой по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Какова судьба российских земель под контролем Украины и будет ли там проведен референдум? Частично ответы на эти вопросы можно найти в одном из последних интервью Зеленского западным СМИ. Он говорит, что земли Курской области, которые находятся под контролем ВСУ, сейчас необходимы Киеву исключительно в рамках плана победы. А план победы, как анонсировал Зеленский, будет представлен партнерам Украины. Его детали пока держатся в тайне. Также украинский президент говорил, что удерживать территории РФ Украина будет бессрочно, но не рассказал, будет ли эта территория расширяться. Нам не потрібна їх земля. Нам не нужна их земля. Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой курдской операции. Со всем уважением, я не могу об этом говорить. Я думаю, что успех очень близок к неожиданности. Тем временем жители населенного пункта Любимовка Курской области, которая находится под контролем Украины, рассказывают о том, как были брошены своими. Далее мы покажем эксклюзивное видео, которым с «Нехта» поделились бойцы ВСУ. Отмечу, что в российском приграничье местные неплохо понимают и знают украинский язык. Может, в 2 словах скажете, что здесь, как наши ребята ведут себя, все ли нормально, не угрожает ли, ничего нет такого? На нашем углу нет. Мы в начале в Любимовке, нет, там все хорошо. Нормально себя ведут, все? Ну, естественно. Вроде бы. А як не нормально? Ситуация гуманитарная, как у вас? Свет, вода? Нема ні хера. Нічого у нас немає. Нет. Це нічого. Не лікарства, нічого. А не виїжджали? Українську розумієте, так? Ну так, у нас перевертиш і український, і русський, і заміщений він. Ми все.
О том, необходимо ли включать, например, Суджу и другие населенные пункты Курской области в состав Украины. Стоит ли проводить референдум на территории РФ и какие вопросы стоило бы вынести на обсуждение. Об этом мы поговорили с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Вы знаете, я бы действительно говорил о том, что референдум какой необходимо было бы провести. Ну, хотя бы начать из того, что граждане, которые там присутствуют, они за самоуправление в порядке федерации, они действительно за автономию, и они хотят принимать участие, чтобы их слышали, их голоса были слышны, когда принимается решение начинать вторжение в соседнее государство, начинать войну, либо нет. Вот чтобы напомнили, что Россия это все-таки федерация, как бы там ни было, и начать вот с таких простых шагов о том, чтобы люди обозначили свое отношение к войне, люди обозначили свое отношение к тому, что Кремль и Путин единолично решает, и он присвоил себе фактически властные полномочия и власть народа, и говорит от имени народа, что вот народ весь этого хочет. Вот давайте начнем проводить такие референдумы, чтобы показать, что общество против. Тем временем аналитики Американского института изучения войны считают, что Курская операция ВСУ повлияла на войско Путина на оперативном уровне, однако не изменила стратегическое мышление самого Путина, который по-прежнему считает, что может захватить всю Украину. А что вы думаете по поводу украинского референдума в Курской области и планов Кремля относительно захвата всей Украины? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. Песков и Захарова практически одновременно обвинили Запад в том, что ВСУ обстреливают российские территории западным оружием. И если пресс-секретарь Путина говорит, что РФ учитывает эти удары, то пресс-секретарь российского МИДа решила угрожать ответным ударом, но не уточнила, будет ли этот удар по территории НАТО или же по Украине. Ну и хотели бы предупредить вот подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном. В случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что много из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными. Тем временем в Пентагоне решили не комментировать вопрос возможной передачи Украине ракет большой дальности для авиации, в частности для F-16. Стоит ли Украине переместить географию своих ударов ближе к городам-мегаполисам России, в частности бить по военным объектам в районе Москвы и Санкт-Петербурга для усиления эффекта? Эти вопросы мы также задали руководителю Центра военно-правовых исследований. Удары необходимы по мегаполисам и большим агломерациям в России, с поправкой на то, что, понятно, мы не будем наносить удары по гражданским домам или объектам, а есть достаточно объектов, которые обеспечивают потребности военно-промышленного комплекса, военной индустрии, объекты непосредственно военные. В той же Москве, либо в Подмосковье, там есть предприятия, которые работают на оборонную промышленность России. Это вполне законные военные цели. Есть воинские части, есть другие объекты, штабы, административные здания и так далее. Их достаточно много, этих целей. Тоже касается и Петербурга. Поэтому я уверен, что крайне необходимо иметь возможности наносить удары и по агломерации Санкт-Петербурга, и Москвы, и других больших городов, для того, чтобы, во-первых, это имело практические последствия, когда мы способны поражать цели военные в этих городах. Но и действительно это показывало гражданам там, что вот война будет и на территории России. Участок украинско-белорусской границы будет изъят из Чернобыльской зоны отчуждения. В Украине говорят, что согласовали соответствующий проект указа Зеленского. Известно, что 50-метровая полоса вдоль границы с Беларусью проходит в пределах, опять же, зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, сообщает Министерство внутренних дел Украины. В Киеве также уточняют, что реализация этого проекта даст украинским пограничникам больше возможностей, как для охраны, так и для обороны границы.
Украина могла бы получить приглашение в НАТО уже в течение следующего года, но речь пока только о приглашении, а не о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявил Дмитрий Кулеба в интервью CNN. Он также уточнил, что если бы была политическая воля, то такое приглашение можно было бы получить уже сегодня. Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году. Но мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получить такое приглашение уже сейчас. Уже спустя некоторое время после этого интервью появилось сообщение, что Кулеба подал в отставку. Спикер украинского парламента Стефанчук говорит, что заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. Напомню, что украинский кабинет министров сейчас штормит. Украинские медиа сообщали, что происходят кадровые ротации. Зеленский накануне заявил, что это необходимо для усиления некоторых направлений правительства. Трамп гарантирует заключение сделки между Путиным и Зеленским, если вновь станет президентом США. Кроме того, нынешний кандидат на кресло в Белом доме в очередной раз заявил, что этой войны могло не быть. В интервью он также дал понять, что Россия убила уже миллионы людей за эти 2,5 года войны, но говорит, что эти цифры никем не озвучиваются. Это не должно было произойти, но произошло. Теперь заключить соглашение намного сложнее, чем это было в начале. Миллионы людей. Думаю, что число будет намного больше, когда все это в какой-то момент прояснится. Думаю, что число погибших будет намного больше, чем люди думают. Когда вы смотрите на разрушения и обваливающиеся здания по всей Украине, я думаю, что эти цифры будут намного выше. В Минске заявили о гуманном жесте Лукашенко и помиловании еще 30 политзаключенных. В пресс-службе самопровозглашенного уверяют, что на свободу выйдут 7 женщин и 23 мужчины, которые, далее цитата, «получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе». Также у Лукашенко говорят, что большинство из тех, кто был помилован белорусским диктатором, это родители несовершеннолетних и малолетних детей. Теперь все эти люди будут под постоянным контролем белорусских силовиков. Очевидно, что все политзаключенные, которые теперь должны выйти на волю, были осуждены за участие в протестах 2020 года. Как ранее рассказывала команда Нехта, в июле Лукашенко также помиловал 30 человек. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также не забывайте пользоваться VPN. Как им пользоваться, инструкцию найдете также в описании. Кроме того, мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.